Здравствуйте. Сегодня герой программы «7 дней плюс», депутат Госсовета Республики Татарстан, директор Международной школы Казани Гафиатуллин Нияз Мансурович. Нияз Мансурович, исәнмесез? Исәнмесез, қош келдіңіз. Нияз Мансурович, я пролистала вашу биографию. С вашего, так скажем, позволения, можно я уточню кое-что. Вот вы родились в Набережных Челнах. Ваше детство пришлось на 90-е годы. Ну, мы все понимаем, какую роль сыграли 90-е годы в судьбе татарского народа, да? Особенно в таких городах, как Челны, Нижнекамск, Альметьевск, не только в Казани, не столько в Казани, скажем так. Но это особая эпоха. Скажите, как вы ее помните и свои ощущения, они сохранились у вас до сих пор? Очень хороший вопрос, который вызывает на самом деле у меня очень много чувств, эмоций, такую даже ностальгическую нотку. Очень тепло вспоминаю, потому что мне в том числе повезло учиться в татарской гимназии. То есть я помню, как меня отдали в школу, и я даже помню такой факт, что несмотря на то, что у нас во дворе, буквально во дворе у подъезда была построена новая школа, мама все равно сказала, что ты будешь до конца ходить вот в эту татарскую гимназию, хотя и дорога занимала очень длительное время пешком. Что я запомнил, что мне помнится? Конечно, я запомнил нашу школу, запомнил, что у нас все предметы были на татарском языке, и я запомнил то, что, несмотря на это, я смог поступить в университет, сдавая экзамены на другом языке. Во-вторых, что я помню, что учителя очень много экспериментировали в хорошем смысле этого слова, то есть была такая наука, как педагогика, и учителя в нашей школе, они пытались найти наиболее такие интересные, успешные подходы, новые, инновационные, которые бы принесли результат. И это тоже проходило на татарском языке. Что я еще помню? Я помню, что с нами работали различные поэты, писатели. Они приходили к нам в школу, они с нами работали, они были частью педагогической команды, которая тоже участвовала в развитии различных учебных программ, работы с детьми, и в том числе внеучебных программ, от которых я получил, например, очень хорошее такое удовольствие, получил самый главный опыт. Вот я помню, например, меня определили в кружок так называемый «Нафис Сюзестаса», да, где там с постановкой речи и так далее. Сейчас люди за это деньги платят, вроде, да, такие курсы открывают, а тогда это было, вроде как, очень интересно, да, и мы даже не догадывались. Я, например, считаю, что в моей нынешней профессии это очень сильно помогло. Но я помню, что мы в том числе учились на татарском языке и не задумывались, нужно ли нам учиться на другом, потому что мы знали, что в тот момент можно было поступить, сдавая экзамен на родном языке. Были факультеты, технические факультеты, когда можно было учиться на родном языке в высших учебных заведениях. Поэтому вот именно в моем родном городе, в Набережных Челнах, вот эти моменты с точки зрения национального образования, они мне запомнились больше всего. Угу. Но почему же так произошло, что вот нация, которая пережила вот такой подъем, через 30 лет вот пошел такой спад? Как вы думаете, с чем это связано? Давайте будем здесь, наверное, откровенны, и надо понимать, что те процессы глобализации, которые сегодня происходят, они не могут не затрагивать народы или народности, которые населяют те или иные большие страны, в которых они мажоритарную часть не представляют, да, или большую часть. Возьмем более глобально или картину по всему миру. Сегодня, хотя все и говорят, что нужно учить китайский язык, но на самом деле, благодаря китайцам, английский язык стал самым популярным языком в мире. То есть доля китайцев, говорящих на английском языке, она сегодня даже больше, чем, например, самих native speakers, так называемых, да, то есть носителей родных языков. И этот процесс раскрытия границ, глобализации и так далее, конечно же, играет существенную роль. Это надо понимать, то есть его нельзя не игнорировать. Людям стало проще перемещаться, люди стали больше перемещаться, люди стали больше общаться, мы стали более открыты. И это такой естественный процесс, когда люди, наверное, просто стараются говорить на том языке, на котором говорит все больше и больше людей. Да, это первый момент. Второй момент, конечно же, здесь нужно отметить, наверное, и те веяния, которые были предприняты или сделаны. Например, я знаю, что многие национальные республики борются, пытаются донести до и правительства, и до Министерства просвещения уже сейчас о том, что, наверное, нужно разрешить сдавать ЕГЭ на родном языке. Конечно, это стало таким, наверное, я бы сказал, отправной точкой
Вот если я буду вспоминать свое детство, как я через него проходил, то можно назвать одной из важных причин, которая затронула именно образование, о том, что сегодня детям нужно сдавать экзамены на русском языке, да, а не на родном языке. И, конечно, это начинает такой, знаете, волновой эффект. Оно волнами начинает распространяться. Ну хорошо, вдруг я не смогу, тогда давайте учиться на русском. Вдруг я, значит, там не смогу к старшей школе подготовиться, давайте в средней школе начнем учиться и так далее. И дальше, если говорить о том, что, конечно, мы в какой-то момент, может быть, не успели и в самой методике. Да? То есть, когда я работал до этого в школе с углубленным изучением английского языка, я видел, как обучение языку развивается. Понимаете, оно было одним, стало другим, уже говорят о том, что оно должно быть третьим и так далее. Там было постоянное развитие. И, конечно же, в какой-то момент мы вот эту работу над методикой, да, то есть над тем, чтобы обучение родному языку оставалось интересным, мне кажется, мы тоже в каком-то смысле, может быть, упустили. Может быть, были другие приоритеты. Ну и, как я уже сказал, урбанизация, глобализация и так далее. То есть, вот, наверное, в совокупности, на поверхности то, что лежит, можно это назвать. Вот эти вещи можно назвать. Ну, вот вы же руководитель международной школы, да? У вас учатся дети не просто разных национальностей, они вообще из разных стран. А как вот в этих странах относятся к своим родным языкам? Насколько вот там сохраняют? Тоже очень хороший вопрос, и давайте я на примере скажу, наверное, одной международной программы, которая есть у нас. Я вот, наверное, могу сказать на примере Америки, да, то есть несколько примеров постараюсь привести, которые мне известны на примере Америки. В Америке есть, то есть очень большую свободу имеют штаты, то есть регионы для принятия решения. И если регионы, и то же самое происходит с муниципалитетами, то же самое происходит с образовательными учреждениями. И если образовательные учреждения видят, например, в Южных Штатах очень много мексиканцев, очень много испаноговорящего населения, и они начинают на это вызов отвечать, они хотят, чтобы эти люди были образованы, у них начинают появляться программы на испанском языке, изучение испанскому языку, появляется рынок обучения испанскому языку, потому что эти две культуры должны как-то друг друга интегрироваться. Например, я знаю, что в Сингапуре они выделили 3 основные нации, то есть они утверждают, что это китайцы, малазийцы и индусы, да, и они гарантировали изучение этих языков, и у них прям есть понятие mother tongue. То есть у них английский язык обучения, он общегосударственный, но есть понятие родной язык, и он прям гарантирован в учебной программе, что ребенок гарантированно его получит, соответственно. То же самое касается и нашей школы. В нашей школе и учебные программы, которые есть у нас, и я расскажу про нее в общих чертах, это международный бакалавриат. В международном бакалавриате понятию mother tongue уделяется тоже не менее важное значение. И мы, когда хотим авторизоваться как международный бакалавриат, мы должны гарантировать, что, и представляете, в школе, например, ладно, у нас пока там около 10 национальностей представлено, а есть школы, где 40 национальностей представлено, и каждая этой национальности должна быть гарантирована, что у них будет возможность обучаться на родном языке, точнее, изучать родной язык. Да, там нет ограничений, ты можешь использовать какие-то цифровые ресурсы. Вот у нас была ситуация с финнами, у нас учились финны, папа работал в Акбарсе, и мы маму привлекали, чтобы выделяли им время, и чтобы мама финский язык, она обучала с детьми. То есть понятие родной язык и право на изучение родного языка, оно практически гарантировано в учебных программах и в принципе в образовательных системах, которые я знаю, образовательных системах развитых стран. Я знаю, то же самое в Швейцарии происходит. Мы знаем, что Швейцария поделена буквально на несколько территорий, где говорят на французском, итальянском, немецком. Каждый из этих, можно сказать, штатов, регионов, республик имеют определенную свободу формирования учебных программ. И эти учебные программы, они, безусловно, отражают интересы населения. А вот как тогда строятся взаимоотношения в вашей школе между родителями и администрацией? То есть стоит ли родителям говорить, вот у нас есть не родной язык, а вот иностранный язык татарский, да?
Есть ли так, вот ведется ли такая работа, или не надо так, то есть люди уже осознанно идут к этому? Вы знаете, мы же находимся на территории Российской Федерации, и мы точно так же, как и все школы, после вот этих изменений должны спрашивать у родителей, что они считают своим родным языком. И у нас при поступлении они указывают, какой родной язык для них является. Есть у нас английские семьи, которые в качестве родного языка выбрали татарский. То есть они хотят изучать татарский, для них это интересно. Но, безусловно, для них родной язык, он английский. И мы должны им это обеспечить, то есть у них есть какие-то дополнительные часы и так далее. Угу. Ну, вот есть такой очень тревожный факт. Вот четверть детей татарской национальности сегодня не изучает родной язык, четверть детей, и не обучается в татароязычной среде. Ну, как вы считаете, что делать? Ну, это очень сложная проблема. Здесь, безусловно, нет отдельно взятой пилюли. Над ней нужно очень много работать, о ней нужно очень много говорить, и ее нужно создавать все больше и больше возможностей, чтобы процент вот этот, да, он не становился больше. Но это работа только школы или работа только семьи? Это не только. Тут, конечно, со всех сторон. Ну, например, вот у меня есть опыт работы с девушкой, ее звали Катя, это из русской семьи, да, и мама, и папа, они русские. Она великолепно говорила на татарском языке. Знаете, что стало фактором в ее жизни? Она поехала, она победила Олимпиаду, ей подарили путевку в лагерь «Салят». И в лагере «Салят» она просто открыла для себя новый мир и с тех пор говорит на великолепном татарском языке. Да, то есть это очень такой интересный пример того, когда то есть вот эти нематериальные, да, а интеллектуальные инвестиции, они начинают менять окружение и атмосферу. Вот я считаю, что такие вещи, как культура, такие вещи, как образование, безусловно, сегодня должны стать на первое место. То есть я не говорю там взять на гособеспечение, да, но какие-то гранты, все больше грантов на интересные национальные проекты, которые бы привлекали людей, популяризировали, монетизировали и так далее. Безусловно, образование. Сегодня я очень рад тому, что открылась школа Адамнар. Да? При этом у нас есть очень интересная концепция национального образования, реализованная во второй гимназии в городе Казани, кстати, в которой ученик в прошлом году сдал ЕГЭ по 4 предметам по 3 на 299 баллов, если помните, да? Что говорит опять же о том, что можно, обучаясь на национальном языке, сдавать хорошо экзамены. Но таких школ должно быть по одной в каждом районе. Да, то есть, я имею в виду, например, Приволжский район, Вахитовский район и так далее. То желающие есть. Если будет хорошая школа, в которой вот так можно, например, сдавать ЕГЭ, родители это не будет отпугивать. Иногда у родителей надо понимать, что все больше и больше они занимаются работой. То есть им нужно зарабатывать деньги. Все меньше, к сожалению, у них остается времени на то, чтобы так или иначе заниматься своими детьми. И здесь, конечно, важную роль опять же играет школа или те мероприятия, которые посещают дети. То есть не дошкольная, а внешкольная работа, то есть насколько ей уделено внимание с точки зрения национального образования. Конечно, это совокупность факторов. Говорим ли мы, то есть идешь в магазин, видишь ли ты этот татарский язык, представлен ли он, например, на витринах и так далее. Проблемы вывесок, опять-таки, на двух государственных языках. Проблема вывесок, проблема радио, проблема культуры, проблема образования. Здесь можно в совокупности на это все посмотреть. И, конечно же, телевидение того же. Да, очень много. Вот я, например, видел великолепные YouTube-проекты сегодня развиваются. Но ты, когда смотришь, они развиваются очень на энтузиазме. Да, и, конечно, хотелось бы, чтобы все больше хороших проектов получали какую-то поддержку. Я думаю, что... И я, кстати, не посыпаю пеплом голову. Я думаю, что и когда вот этот национальный подъем был в 90-е годы, я думаю, на тот момент были какие-то, ну, наверное, те же проблемы были, да, что много людей из деревень в города приехало, много... Там, например, тот же КАМАЗ, чтобы построить, всей страной строили, да, так говорят из исторических источников, я знаю. Поэтому мы вполне можем этот цикл повторить, надо просто его обновить и действительно не переставать, я бы не сказал бороться, я бы сказал не переставать разговаривать с людьми, которые принимают решения на федеральном уровне. Я думаю, нужно в какие-то, ну, лучше слово я не подберу, ассоциации с национальными регионами. У нас у всех свои проблемы. Кстати, при всем при этом, например, в той же Якутии, когда я был, у них очень хорошо развита начальная школа на родном языке. Да, то есть абсолютно в мире уживаются два типа школ, когда
ты обучаешь детей на родном языке, в средней школе начинают учить больше на русском языке, и, соответственно, но при этом уже родной язык, как родной язык просто продолжает изучаться. То есть интересные примеры есть, их нужно не бояться реализовывать. Кадры, опять же, да, вот мы сегодня бьем тревогу в каком-то смысле, но наш министр образования уже доложил о том, что на самом деле очень большие ресурсы выделяются на подготовку кадров, кто может сегодня работать на татарском языке, в разработку учебников на татарском языке. То есть эта работа ведется, она, к сожалению, требует времени, ресурсов, но, слава богу, мы ее пока не бросаем. Ну вот вы как раз затронули вот эту тему, да, все-таки формирование вот человеческого вот этого национального самосознания, значит, среда играет важную роль, да. И вот Казань, центр татарского мира, Казань, который объединяет все диаспоральных татар, да, она должна оставаться русскоговорящим городом, или же все-таки нужно как-то поменять, нужна какая-то политическая воля, чтобы поменять вот эту ситуацию? Нет, вы понимаете, что нужно так, чтобы у города Казань было свое лицо. И это лицо, оно может, знаете, быть, это как грани алмаза. Да, то есть национальный компонент, так называемый, он может стать нашей фишкой, или вот оно должно стать нашим достоинством. Во-первых, уже большая победа, что мы живем в мире. Это невероятная победа, которой все восхищаются. То есть люди, которые сюда приезжают, особенно религиозные, да, когда видят рядом мечети, храмы, церкви, да, они говорят, ну это просто, да, там, как это получается. Я думаю, что то же самое и в национальном плане, если будут, например, приехали туристы, едут, слышат татарскую музыку. Да, вот мне, например, очень нравится, когда мы гуляем по парку, там не просто современная музыка, а классика татарская звучит. Я думаю, это не только мне, как татарину, интересно слушать. Очень многие мои друзья отмечают, насколько это красиво. Я считаю, что если на каждом участке мы уделим внимание, то город Казань, она просто свой колорит приобретет. Да? И если мы будем, условно говоря, русскоговорящим городом как бизнес-процессы, да, и культурную свою часть сохраним, где можно, там есть татарские театры, где ты едешь в автобусе и слышишь или в машине, или в магазине, ты спокойно можешь говорить на своем родном языке, да, и, кстати говоря, не только татарском, но и других языках, которые в республике представлены. Я, конечно, вот так представляю себе идеальную Казань, идеальную республику, в которой татарский язык представлен. Скажите, но все-таки в вопросах самоидентификации народа, вот какую роль играет знание родного языка? Вот сейчас же говорят, что есть такой феномен даже, да, русские татары. Но через какое поколение вот эти русские татары, они в итоге станут космополитами, как вы сказали, как во всем мире? Сколько должно пройти, чтобы нация вообще исчезла? И грозит ли татарам вот такое исчезновение? Если ничего не делать, грозит. Если ничего не делать, грозит. И мы видим, опять же, это и на примере других народностей, мы это видим на примере других стран. Безусловно, грозит, поэтому этим надо заниматься. Знание языка будет играть огромную роль в самоидентификации, в самоопределении. И, конечно, язык надо всеми силами сохранять, на нем говорить, популяризировать. И я искренне считаю, что язык как основа. Да, то есть недостаточно, там, вот наш президент в своей программной статье, да, сказал, мы не сувенирная нация. Все это, мне кажется, прям настолько в точку было попадание, да, что вот там, ну, татар, когда говоришь татарин, помимо языка татарского и культуры в ряд встают чак-чак, может быть, да, там еще что-то, сувениры какие-то, там магнитик Скул-Шариф. Конечно, хотелось бы, чтобы это было не так, чтобы были совсем другие качества представлены, чтобы ассоциативный ряд с татарской культурой, с татарами, татарский бренд историей. развивать, да? Татарский бренд, его нужно развивать, потому что невероятное количество, если посмотреть назад, невероятное количество меценатов. И я хотел бы только затронуть тех, кто вкладывался в образование, то есть так называемые медресе, да, то есть школы, колледжи, которые эти люди строили. Это же огромнейший вклад не только в развитие татарской культуры, в принципе науки. И вот эти люди, которые у нас, научный потенциал, который есть, это все закладывалось там. И, конечно, я думаю, что татарской нации, татарской культуре есть много о чем поведать, да, и вот это надо развивать, вытаскивать наружу, показывать, гордиться, потому что мы, я считаю, имеем на это право. То есть, чтобы татарский не оставался только кухонным языком, а был языком образования, науки, истории, да? Абсолютно. И
В этом нет никаких сомнений лично у меня. И мы опять возвращаемся с вами к вопросу, ну а где тогда? Конечно, семья очень важна. Может быть, в силу ряда причин семье, даже если она хочет, у нее не совсем получается. Да? Может быть, у них в районе нет татарской школы. А может да? быть, даже не знают сами родители, да? Да, может быть, настолько татарин и русская полюбили друг друга, что вот тяжело дома, да, к какому-то единому языку прийти, смешанная семья так называется. То есть могут быть разные причины, поэтому если в наших силах создавать условия, повторяюсь, образование, культура, да, там, внешкольная работа и так далее, то творчество, то я думаю, что у нас еще не все потеряно. Нияз Мансурович, ну вы же еще входите как бы в депутатский корпус, да? Вы входите в комитет по образованию и науке. Ну вот несколько слов буквально. Вот на этот план. Какие работы намечены? Но мы продолжаем, во-первых, безусловно, работу с Министерством образования. Просто в качестве маленького отчета, например, на самой последней сессии года мы заслушали работу развития сети полилингвальных школ Адамнар. Нам рассказали о том, как она работает. Да. Мы, безусловно, в комиссии работаем с выездами, общаемся с учителями, общаемся с директорами школ, работаем над нормативной базой. То есть сейчас наша задача, в том числе мы постоянно поднимаем вопросы подготовки кадров, мы постоянно поднимаем вопросы обеспеченности ресурсами, утверждения перечня необходимых учебников и так далее. То есть наш комитет — это не только про образование, но вот я затронул такие, наверное, основополагающие вещи. Но самое главное достижение, то, что 89, кажется, да, учебников вошли в федеральный перечень. Да. То есть это же, безусловно, это очень большая заслуга, так? Абсолютно. Тут надо, безусловно, выделить большую команду людей, это не только наш комитет, да, но однозначно, то есть такие вещи, о которых мы уже и давно говорили, да, давно обсуждали, они находят свое отражение в реальных делах и в реальных результатах. Я думаю, что Татарстан во многих работах, он остается не только передовым, да, но он вообще одинок. Потому что вот среди 22 регионов никто вопрос вхождения в федеральный перечень учебников не поднимал вообще. Ну как вы считаете, может быть, стоит как-то сейчас национальному региону больше времени уделять на какие-то совместные проекты? Я уже затронул в нашем разговоре такую так называемую ассоциацию. Я не могу ей подобрать определение, но я точно считаю, что Татарстан представляет не только, так скажем, говорит не только о своих проблемах. О своих проблемах, да? Да, я думаю, что Татарстан — это отражение тех проблем, которые есть и в других регионах. Просто, может быть, у них другие проблемы преобладают на сегодняшний день. Непонятно, то есть это уже сами регионы должны решить, но однозначно то, что мы с вами сегодня обсудили, это проблема не одного Татарстана. Многонациональная Российская Федерация — это многонациональное государство, огромное количество национальностей, народностей представлено, которым Конституцией гарантировано сохранение их культуры и развитие, да, сохранение и развитие их не только языка, но в принципе культуры, образа жизни и так далее. Поэтому 100% эта работа должна выйти на совсем другой уровень. Кстати говоря, вы знаете, что на одном из заседаний Рустам Нургалиевич попросил Марата Готовича Ахметова возглавить комиссию, да, по развитию, сохранению. И я вижу, насколько он сейчас пытается именно найти первопричину. То есть очень хорошо там говорить о каких-то вещах, но он очень много работы сейчас проводит, и с депутатами в том числе, в поисках найти первопричину, которая находится как бы в основе, да, почему так происходит. И, конечно, мы желаем ему только успехов на этом поприще. Вот как раз вот на одной из комиссий было заявлено, что многие, вот то, что касается национальной политики, многие вопросы решаются формально. То есть мы лишь бы только для галочки вот это поставить, и все. Вот провели там сабантуй, условно говоря, да, значит провели. Вы согласны с этим или нет? Ну, наверное, практика показывает, да, что это так. Раз мы с вами сегодня обсуждаем, что такие проблемы есть, значит, мы к этому пришли, значит, где-то что-то было не сделано. Давайте, может быть, так скажем. То есть это зависит от каждого человека, от его самосознания, да? В том числе, но я говорю, и этим людям тоже нужно в каком-то смысле помогать. Да? То есть если человек хочет учиться на татарском языке, а школы нет, да, наверное, это проблема. Если его школа на татарском языке находится в 50 минутах езды на автобусе, конечно, это логистическая
критическая проблема и сразу становится проблемой для ребенка в том числе. Вот. У меня не только школа была, например. Я тут могу затронуть и другую тему. В моем случае, в случае моей семьи, например, у меня есть двоюродный брат, который до 12 лет вообще не говорил по-татарски. Он не понимал, когда ты ему говоришь что-либо на татарском. Он провел 1 лето в деревне, и я был удивлен, когда он вообще не говорил по-русски после этого. И тут я хочу затронуть, многие из нас все-таки едут летом в деревню, да, к своим бабушкам, дедушкам и так далее. И, конечно, наверное, в том числе вот в национальную политику нужно и сохранение деревни, сохранение национальных школ в деревнях, национальных школ в деревнях, да, вот эти элементы, конечно, наверное, должны тоже быть на повестке дня, да, то есть развитие, в принципе, деревни как таковой, потому что, как я уже сказал, вот эти элементы урбанизации, когда очень такой в котел превращается и все приводится к общему знаменателю, конечно, вот в таких местах, я не говорю, что деревня, и не хочу сказать, чтобы зрители не поняли меня неправильно, да, что это какой-то анклав, и там неразвитый, и там вот все по-старому, и печками там топят. Ни в коем случае. Просто вот эта скорость жизни, да, скорость изменений, какая-то самоидентификация, она там еще сохраняется сильнее. И поэтому мы к ней тяготеем, как к своей родине, малой родине. И оно лично для меня, для моей семьи, для моего сына остается ресурсом для того, чтобы, так скажем, поехать и обновиться, сделать апгрейд, да, своей операционной системы. Не только физически, но и духовно. Не только духовно, да. Ну и в том числе в языке, да, то есть. Спасибо вам большое, Нияз Мансурович, за такое подробное, за такое интересное интервью. А я напоминаю вам, что сегодня гостем программы «7 дней плюс» был депутат Государственного совета Республики Татарстан, директор Международной школы Казани Гафиатуллин Нияз Мансурович. Бигзур Ахмед. Бигзур Ахмед сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз.